Уже совсем скоро Сергей... Да, Сергей. Сергей. А я про Стрижака думаю, Андрей. Сергей Бессараб. Бессараб. Все, забыли про Стрижака, потому что уже невозможно, конечно. Скоро совсем он к нам присоединится. Давай введем наших зрителей в курс дела. Что... К чему, собственно, Да, да. Мы уже да. показывали эту новость на этой неделе. Действительно взбудоражило не только наше общество, но и воды белорусские. Что-то происходит. Лукашенко... Не, ну это... Ты имеешь в виду новость про рыбу дохлую? Да. Ну, это тоже, конечно, да, это тоже. Вот. Но все-таки надо же Лукашенко вплести в ткань эфира. Это важно. Жаль. Да, про рыбу не он ничего прокатило. пока Так, не конечно, и сказал. не скажет. Подохла сама по себе. Почему? Из-за нас, из-за вдруг, беглых. А вдруг виноват какой-то чиновник там на месте? Можно посадить? Можно. Можно. Ну, Всегда можно. у тебя рыба дохнет. Ну, 30 Под носом. лет не дохла, а вот сейчас дохнет. Короче, он, помимо всего прочего, еще потребовал, как мы тоже это рассказывали, нарастить разведку и освоение новых месторождений нефти. На совещании по вопросам добычи углеводородного сырья он заявил: «Я точно знаю, что у нас здесь резервы есть, как и в любом направлении нашей деятельности. Поэтому надо не раскачиваться, а бурить и бурить». Это вчерашняя фраза наша была вынесена в вопрос. Drill, baby, drill. Вот. Надо, конечно, видеть лица чиновников этих всех. Он же говорит, что резервы есть, как и в любом нашем направлении нашей деятельности. В любом. За 31 год он не сумел построить ничего, где не было бы резервов, да, где было бы все идеально, хорошо работало. Нет, так не может быть. Вот. И чиновники, конечно, это как, вот помнишь, с тетрапаком. Сделайте мне тетрапак. Сделайте мне тетрапак. Что ты там мямлишь мне? Вот то же самое и с нефтью. Давайте спросим у Сергея Бессараба, ученого, найдут ли сейчас? Сергей, доброе утро. Доброе утро. Спасибо, что присоединились. Соскучился по вас. Ой, Здравствуйте. что-то мы тоже давненько вас не звали, а тут прям столько тем. Ну давайте... Столько тем и столько нефти хотят найти в Беларуси. Давайте начнем с того, найдут ли месторождения. Потому что всегда находили до этого. Вот он с 15-го года уже страдает этой шизофренией. И, Где? А ведерко и найдут нефти. Да, вот сейчас найдут. Ну, обязательно что-то где-то найдут. Это же плановая геологоразведка. Всегда есть какая-то пустышка, чтобы заткнуть рот вот этого великовозрастного ребенка. То есть, безусловно, какое-то месторождение маленькое где-то обнаружат. Тут же дело в том, что в Беларуси порядка 90 месторождений, и 5 из них считаются средними, а все остальные мелкие и сверхмелкие. Ну, подсунут ему какое-нибудь сверхмелкое там делов-то. А больших никак нельзя найти, даже с помощью какого-то, может быть, новейшего супероборудования, которое китайцы подарили? Или мы просто территориально не приспособлены к тому, чтобы у нас была нефть? Ну, здесь, Марина, вы, в принципе, имеете правильно рассуждаете, потому что порядка 60% всей добываемой в Беларуси нефти – это реческое месторождение, то есть, которое было еще открыто в СССР, и оно, в принципе, почти выжато, как выжатый лимон. То есть общеизвестно, что 90% белорусской нефти, она тяжело добываемая, и при этом сконцентрирована на территории Припятского прогиба, то есть вот это реческое месторождение. Залегает глубоко. То есть вся добыча сегодня сконцентрирована именно на выжимании вот этих последних капель. И все эти технологии, вроде скиф, гидроразрыв пласта, для, скажем, человека, не сведущего в теме, это кажется какими-то инновационными решениями. На самом деле это просто выжимание, это вот как будто мы сжимаем какую-то губку, пытаясь выдавить из нее последние капли. То есть это выжимание этих последних капель. На самом деле никакого потенциала там уже в принципе быть не может, с точки зрения геологии. Ну, то есть это какие-то небольшие месторождения маленькие, капельки этой нефти собирают. То есть это скорее популизм, популистское такое решение, а не вход для действительно превращения в Беларуси в новый Кувейт. То есть можно всю Гомельскую область изрешетить вот этими скважинами. Не надо, пожалуйста, не надо мою родную Гомельскую область изрешетить. Ничего не найдем. То есть, потому что Лукашенко может себе воображать что угодно, но геология это все-таки наука точная. Угу. И дело он же геолог. Он геолог. Знает. Дело не в оборудовании, да, то есть нельзя придумать что-то такое новое, чтобы еще глубже куда-то залезть там и там уже найти. То есть дело просто в земле. Ну,
Чем не лезь в землю, не найдешь нефти, да? Да, да, то есть сколько ты не пробивай вот эту земную кору, тектонические плиты ты не сдвинешь. И геологические формации уже какие достались белорусам, такие достались. Изменить их невозможно. Даже если все чиновники его поднатужатся вместе с Колей. Окей, а что касается редкоземельных металлов, которые... Очень хотел он найти. Да, что вообще, слушайте, Сергей, я еще раз призываю подписаться на Лаб66, вот дайте ссылку, пожалуйста, в чат. Я вас назвал популяризатором науки, в том числе, потому что вы действительно ее популяризируете, вы доступны, объясните доступно и просто, что это такое редкоземельные металлы, что это такое и что с ними в Беларуси? Ну, я как бы не сказал бы, что я популяризатор, я скорее научный коммуникатор, потому что пишу сложно, уже будем честными с собой, пишу достаточно сложно для взрослых. Я говорил зрителям, да, что иногда невозможно читать, да. Спасибо, Костя. Вот, в общем, редкоземельные элементы, вот это слово, приставочка «редко», она касается не их, скажем так, редкости вот в нашем понимании, что все хорошее редко. Да, а в том, что их тяжело добывать. Они рассеяны достаточно равномерно и практически везде. Реденько. Реденько, но везде. И главное, это их условно концентрировать, выделить и как-то сформовать уже в концентрат. И вот это основная задача. Потому что, например, даже в такой махине огроменной, как в империи, как Советский Союз, был один единственный завод, который занимался переработкой и добычей редкоземельных металлов. Это как бы эстонский Силмет. Вот. Для империи один завод. Про то, чтобы для Беларуси это было подъемно, мне смешно это даже обсуждать. Это дорого, это дорогое производство переработки, да? Да, это дорого, это высокие технологии. То есть вот для понимания, это очень высокие технологии. И, на мой взгляд, как химика, сравнимые с космическими, в принципе, или с ядерной областью. Это хай-тек. Хай-тек, который требует технологий, кадрового ресурса, кадрового потенциала и денег. Вот. И, конечно, это должно как-то коррелироваться с рентабельностью. В Беларуси месторождения есть нативные, но они как бы небольшие, они очень рассеянные. И редкоземы, скажем, там не самые востребованные. Вроде Тулья там, или Итрия, они не самые востребованные, они не на слуху, как тот же неодим, который используется в магнитах для дронов. Вот. Украинская земля, получается, богаче просто этими металлами, да? Да, украинская земля богаче, хотя там тоже геологоразведка у них находится, скажем так, независимая геологоразведка в Украине находится на достаточно слабом уровне. В основном все открытые месторождения, они связаны с советскими наработками. То есть то, что в Советском Союзе было открыто, то оно как бы и известно. Вот почему вот все эти вопросы сейчас с редкоземами пошли в обсуждение, кстати, на США, потому что США могло привести свои технологии, свой хай-тек и открыть даже новое месторождение. Хотя вот так на заметку скажу, что редкоземы Украины это условно вот эти моноцитовые пески, Азовского моря, вот эти черные пески радиоактивные. То есть вот это вот для понимания такого, скажем, человеку далеко от темы, редкоземы это моноциты, условно. Подождите, я не понимаю, зачем Трамп тогда прям вот эта сделка, супер сделка, и Украина как козырь имеет эти свои редкоземельные. Что, Трамп не нашел рядышком что-нибудь там или у себя на Калифорнийском побережье? Трамп пытался искать. Я в свое время замечательное интервью дал Радио Свобода, вот просто полностью разложил это все по полочкам, про то, что Трамп пытался редкоземы добывать сначала в Афганистане. Чем это все закончилось, как бы, в принципе, я думаю, вы в курсе. И вот сейчас у него редкоземы уже он пытается добывать в Украине. То есть это у него такая идея фикс странная. Вот. Хотя, опять же, с точки зрения Украины, это имеет смысл, потому что это технология, это добыча, это новое разведанное месторождение. Это все-таки хорошо. Сергей, а насколько это безопасно или опасно для вот природных, вообще ситуаций с природой в Беларуси, поиск, добыча этих редкоземельных металлов? Смотрите, это вообще очень экологически рискованный проект. В качестве примера можно оценить Китай, который превратил целые регионы в токсичные пустыни для того, чтобы стать монополистом. В случае Беларуси, где большое количество болот, там же как бы
Житковичи, по-моему, да, вот такие, ну, обнаруженные эти вкрапления редкоземов, это Житковичский район, там как бы болото, там высоко залегающие песчаные почвы, высоко залегающие подземные воды. То есть если построить вот это абсолютно экологически рисковое предприятие, какое-то условное, ну, это самоубийство. Учитывая с поправкой на, скажем, технологический уровень белорусских вот этих нынешних работников, да, опять же, если посмотреть на БелАЭС, и если это масштабировать на предприятия по добыче редкоземов, это абсолютно безумие, самоубийство, экологическая катастрофа. Может, поэтому Трамп и хочет искать где-то в Украине, в Беларуси свои-то земли. Жалко. Трамп в Беларуси не хочет искать. В смысле, такой был open call. Давайте, все, у кого есть редкоземельные металлы, давайте. Ну, то есть, именно потому, что это экологическая катастрофа, он не хочет в Америке это делать или что? Нет, в Америке достаточно большое количество редкоземов добывается и перерабатывается, и там прям 100%, есть примеры редкоземов, 100% которых добывается, перерабатывается полностью в США. Они, конечно, стараются, в отличие от стран третьего мира, как бы концентрироваться и на экологической составляющей, но там тоже не без проблем. То есть, на самом деле, нет, Трамп полностью. А кто самый крутой добывальщик редкоземов в мире? Ну, тут, безусловно, Китай, притом с капитальным отрывом. Сергей, а есть ли, ну просто Беларусь, ну, это такое национальное достояние, природные ресурсы. У Лукашенко в пропаганде, в риторике есть очень много про защиту природного наследия. А законодательно как-то это защищено или можно использовать землю, можно использовать природные ресурсы, как Лукашенко захочется? Это вот я вам отвечу метафорой. Недавно обсуждался закон об искусственном интеллекте, проект закона, который выпустило белорусское правительство, и разобрали этот закон. Оказалось, что его написал сам искусственный интеллект. То есть закон о запрете искусственного интеллекта написан искусственным интеллектом с оператором, скажем, довольно посредственного уровня, потому что там безумная чушь написана какой-то повторение. И вот закон о защите, скажем так, окружающей среды, он, в принципе, пусть написан и без искусственного интеллекта, но по уровню примерно такой же. На бумаге какие-то общие фразы абстрактные, которые очень слабо проецируются на реальную жизнь, и некому за этим следить. Некому за этим следить, потому что очень удобно уничтожены все независимые экологические НКО. Вот. Сейчас это вроде как можно заявить на какой-нибудь планерке, но продолжения практического никакого не имеется. Вот это абсолютно бесполезная бумажка. Бумажная экология. Вот была же эта история, связанная с экологией с водой. Мы рассказывали в начале недели, что был мор рыбы в Гродненской и Минских областях. А в Минской области сказали, что это просто аномальная жара, которая не наблюдалась в Минской области. А в Гродно признали, что это из-за выбросов в реку от производства. Замечали ли вы эти новости? Что вы думаете, действительно ли просто в Беларуси никак не контролируется производство? Они могут сливать все, что угодно в воду, загрязнять ее. Это нормальная практика или нонсенс? Ну, это абсолютно ненормальная практика, но, честно, если сказать о себе, я не читаю эти новости дальше заголовка, потому что они абсолютно неинформативны. Это характерная черта, кстати, белорусских чиновников, абсолютная неинформативность. Что БелАЭС, что экология, любая новость, можно дальше заголовка не читать, там информации будет ноль. Вот, так и здесь, они ни о чем не сказали. Единственное, за что у меня зацепился глаз, это про то, что источники там не определены или не выявлены, что-то вот было такое. Да? Для меня как бы это сразу индикатор про то, что выбросы точно либо промка, либо промышленность, либо коммунальщики. Если не определено, если это не какие-то частные предприятия и люди, потому что это находят очень быстро, чтобы указать на стрелочника. Если только источники не определены или не выявлены, значит точно это либо промышленность, либо коммунальщики. Вот. Ну и с этим ничего поделать нельзя, в принципе. Опять же упираемся в отсутствие независимой экологической экспертизы, независимых НКО. Замкнутый круг. Нормально. Хорошо, а что с такие простые житейские вопросы? Мы видим, что рыба дохнет. Как мы можем после этого доверять ребятам, которые там нам сообщают, вот тут можно купаться, тут нельзя. Но это же специально, ты же не подойдешь, не попробуешь пальцем в воду, да, типа можно, нельзя. Тебе сообщают об этом специально обученные люди. Вот как после этого доверять им? И можно ли доверять им? Ну, я бы сказал, наверное, доверяй, но проверяй. Но это
ну, есть возможность проверить, конечно, есть, безусловно, сделать какую-то независимую, ну, есть же санэпидемслужба, где можно принести образцы воды и попросить провести анализ, например, на тяжелые металлы или на бактериологический посев. Но стоит это, естественно, недешево. И если указать, откуда произведен забор воды, я думаю, чиновники сопоставят 1+1 и, скорее всего, делу этому ход не дадут. Вот. Поэтому, ну, как в том анекдоте, джентльмены верят на слово. Сергей, правильно я понимаю, что белорусские производства, в принципе, по норме своей сливают все куда надо? За город, в земную яму, в воду, и ничего им за это не происходит? Или есть какое-то регулирование? Ну, безусловно, регулирование есть. Опять же, бумажная экология. Она как бы существует. И, скажем так, в дореволюционные времена, в плане до нашей революции годности, так сказать, какое-то внимание этому уделялось. Потому что, опять же, экологические службы, они, во-первых, жили за количество обнаруженных правонарушений. Во-вторых, активная роль в, скажем так, в формировании и влиянии на белорусскую экологию оказывали международные какие-то сообщества, которые давали грантовые деньги для того, чтобы развивать экологические проекты. Вот те же ядохимикаты, например, утилизацию. Вот. И поэтому видимость приходилось создавать. Как-то ни крути, видимость приходилось создавать. Сейчас полная изоляция, санкций со всех сторон. То есть можно уже ничего не симулировать, ничего не имитировать, просто делать как есть. После нас хоть потоп. Поэтому, ну, я бы не привязывался к нормативкам вообще никак. Меня поражает то, что ты едешь, куда-нибудь на озеро покупаться, на каком ты всю жизнь купался, и ты не знаешь, в какой момент оно станет непригодным. Хранилищем ядерных отходов, да, в какой момент оно станет. И как тебе, вы говорите, там есть специальная лаборатория, ну что, я приехал на машине с шашлыком, буду сейчас забор делать, поеду в лабораторию, буду ждать. Нет, так не работает. Получается вот так, просто я давал тоже кому-то комментарий по поводу реагирования на экстремальные метеорологические условия, что белорусские вот эти все службы, которые в нормальных странах занимаются проактивной защитой и предсказанием, в белорусских реалиях это такая городное такое описательство, что у нас столько погибло, столько разрушено, ой-ой-ой-ой-ой, и это на уровне вот государственных органов. То же самое с экологией. Хорошо, никто не умер, никто не отравился, никаких заболеваний, вспышек нету, хорошо. Как только в ТикТоках начнут появляться записи, они отреагируют, скажут, нашли виновного. То есть это очень простая, монотонная такая вещь, на мой взгляд, унылая. Слушайте, а еще недавно хотелось спросить вот по поводу материала «Зеркало». Они написали о 5 местах, где лежат высокотоксичные пестициды для защиты растений, которые уже не могут использоваться, ну, по своему прямому назначению, но вот они там лежат. И «Зеркало» сослалось на документ, полученный при помощи Белпол. Это представление Генпрокуратуры об устранении нарушений в сфере охраны и использования вод бассейна реки Днепр. Вот конец июня этого года. То есть власть вот что это такое там, что это за высокотоксичные пестициды, где они лежат, почему их уже нельзя использовать и чем это лежание грозит человеку и природе? Ну, смотрите, вот я как-то тоже, по-моему, Белсату рассказывал про то, что такое отложенное вознаграждение. Это то, что умение человека заставить себя сегодня вложить во что-то 1 рубль, чтобы через неделю получить 10 рублей. Да? То есть не жить сегодняшним днем. И вот что касается пестицидов, это как раз-таки замечательная иллюстрация того, насколько важно иметь вот этот вот эффект отложенного вознаграждения. Потому что их применяли в СССР в 50-х, 60-х годах, когда никто не зацикливался ни токсикологией, ни экологическими последствиями, долгосрочными. Ну, просто использовали. То есть вот эти захоронения, это такие пестициды, например, как ДДТ. ДДТ, ртуть органика, линдан, гексахлорбензол, то есть вот такие очень токсичные канцерогены первого класса. Да? Постепенно с накоплением медицинских данных, с накоплением токсикологических данных весь мир пришел к тому, что это абсолютно безумные канцерогены, и их запретили использовать. Вот, поэтому ничего лучшего, чем просто их захоронить, не нашлось. Они устойчивые, они тяжело перерабатываются. Это, опять же, для переработки, для их уничтожения нужны высокие технологии, нужны деньги и политическая воля. В Беларуси, по-моему, до десятка тысяч тонн, и разбросано это все по
5 или 5-7 могильников. Вот. В свое время было несколько проектов, которые занимались вопросами утилизации вот этих белорусских пестицидов. Финансировалось это все через деньги Евросоюза, который как раз-таки очень активно, ну, Беларусь это все-таки как ни крути часть европейского континента, и поэтому Еврокомиссия значительное внимание уделяет именно оценке долгосрочных рисков. И вот в долгосрочные риски, долгосрочные последствия входит и вопрос утилизации вот этих сверхтоксичных, сверхканцерогенных пестицидов. Поэтому деньги выделялись, осваивались успешно, но пестициды вроде бы как-то там потихоньку куда-то девались. Потихоньку, очень слабенько. Главное же свой день. Куда? Типа, ну, что-то с ними делали или они сами по себе девались? Нет, они сами по себе очень слабо разлагаются, как бы у них биорождаемость стремится, скажем так, к нулю. Вот. Но, по крайней мере, их пытались как-то перерабатывать, их пытались разрушать разными методами. То есть в основном это на уровне НИОКР проходило, то есть исследований, как вот нам разобраться с этими пестицидами. Вот. После введения санкций, после разрыва отношений с Евросоюзом и с цивилизованным миром, то есть Беларусь оказалась в изоляции, и эти все пестициды, они... Ну, им осталось надеяться только на самих себя. И если вы помните этот материал на зеркале, да, там как бы фотографии этих хранилищ... Давайте покажем. Дрибинское захоронение у нас есть. Ну, да, покажем. Вот. Это просто так выглядит все, да, вот такие вот фоточки. Верхнедвинское захоронение непригодных пестицидов. Поставское. И есть еще в Петриковское. Обратите внимание, вот сразу первая фотография, там все залито водой, там болото. То есть это явно прямая связь с поверхностными водами. Все это куда-то просачивается, куда-то движется. То есть я бы постеснялся, честно сказать, на их месте даже такую фотографию показывать. Ну, а насколько от региона... все, верните нам, Сергей. А насколько от региона... Вот это, например, там Дрибинское захоронение, да? Есть какой-то радиус действия, где людям прям совсем небезопасно? Радиус действия ограничен только скоростью перемещения поверхностных вод. Почвы там песчаные, то есть это, в принципе, просачивается достаточно легко. Сами по себе эти соединения, они достаточно мобильные, подвижные. Ну, я не думаю, наверное... Километров 50 это уже надо быть в состоянии готовности. Но, к счастью, эти пестициды хорошо известны, хорошо изучены, существует большое количество методов их детектирования. Питьевые воды, в принципе, по Санпину, то есть вот, скажем, полный список исследований питьевой воды, там есть и хлорорганика, есть и вот эти некоторые из этих пестицидов, и ртуть. То есть каждый может достаточно, скажем, в приемлемую сумму попав, проанализировать образцы воды. Свою водичку. В этом плане и проще, да. С ними проще, чем с какой-то непонятной микробиологической или токсикологической угрозой, как вот тот Днепр. Сергей, это старые захоронения, они там вот еще с 82-го года, видимо, видно было на одной из картинок, но ведь появляются всякие новые, не пестицидные, но тем не менее тоже токсичные, от бытовых отходов до вот в 30-м году построят хранилище ядерных отходов, еще непонятно где, непонятно как. Могут ли хоть как-то белорусы, первый вопрос, конечно, повлиять на место, где это будет расположено, а второй вариант хотя бы узнать, где это расположено, чтобы, ну, вот, не знаю, ограничить сбор ягод вокруг этого, использование земли, проживание, в конце концов. Или это все, просто белорусы в ловушке токсичной? К сожалению, Марина, я вас не порадую ничем, потому что в стране, где абсолютный правовой дефолт, любая гражданская активность и любые призывы к любой гражданской активности, они выглядят, в принципе, смешно, на мой взгляд. То есть здесь пока именно не изменится политическая конфигурация страны, рассуждать о любой гражданской науке или гражданском активизме, ну, это подвергать человека, подвергать людей, или призывать даже к независимым исследованиям, это подвергать людей опасности и повышать вероятность их попадания в тюрьму. То есть на самом деле были примеры экологов, которые тоже попали в тюрьму, были репрессированы, и в этом плане, я думаю, ничего не изменится. Особенно если касаться такой стратегической для Лукашенко темы, как хранилище ядерных отходов. Вот. На самом деле, я неоднократно поднимал этот вопрос про то, что
по территории Беларуси разбросано достаточно большое количество вот этих пунктов хранения отходов дезактивации. То есть еще чернобыльская почва, чернобыльские какие-то материалы радиоактивные, которые снимались, как бы они захоранивались в таких пунктах долгосрочного хранения. То есть это фактически канавы просто. И эти канавы, они разбросаны по всей Беларуси, нет никакой карты, их порядка 100 штук. И я еще, будучи в Беларуси, пытался найти какую-то карту, какие-то упоминания, призывал людей. Кто-то где-то что-то мне давал информацию. Бабушки или дедушки помнили, что здесь захоранивали, и люди могли проверить. Но официальные органы никакой информации. Самый простой пример, это вот и иллюстративный пример, это так называемый объект 802, о котором я тоже много раз писал, очень малоизвестный, но невероятно опасный объект. Это продукты дезактивации центра Бреста, где было загрязнение урановой рудой, которую перевозили из Чехословакии в Россию на переработку еще в период Холодной войны. И вот эти отходы, они в центре Бреста накапливались, фонили, там невероятный радиоактивный фон. Из-за того, что общественность это обнаружила в 90-х, вот этот коротенький период свободы, власти были вынуждены прореагировать и как-то это вывести, дезактивировать. В общем, они это все вывезли в деревню Струга, там на границу Малорецкого района. И этот могильник, он там находится до сих пор и в абсолютно каком-то чудовищном состоянии, вот как это Дрибинское хранилище пестицидов. То есть там валяются эти значки радиоактивной опасности, повален забор, какая-то вода стоит. То есть вот в таком плане, я думаю, будет, наверное, ситуация и с хранилищем ядерных отходов, к сожалению. Ну, нет, хорошо. Просто я в таком ужасе, вы так спокойно это обсуждаете. Да, вы скажите нам, пожалуйста, потому что... Я понимаю, мы домой не возвращаемся, читаешь, да? Не, кажется, апокалипсис какой-то. Но ведь не апокалипсис. Или все-таки тихий апокалипсис? Не апокалипсис, Константин. Если есть такой принцип Страуса, да, то есть если ты не видишь проблемы, то ее как бы нету. Многие знания, многие печали. Не, подождите. Чем это все грозит? Страус же тоже засунет голову в песок, а там, он радиоактивный. Радиоактивный песок. Чем это грозит? Вы скажите, и на каких дистанциях? То есть вот что и кому, каким регионам ждать? Потому что давайте говорить про конкретные вот планирующиеся хранилища этих ядерных отходов. Как это наша АЭС называется-то? Островецкая. Насколько я помню, там рассматривались две площадки. То есть так, на полном серьезе рассматривались две площадки, хотя мы до сих пор, вот, чтобы вы понимали, да, стратегия переработки радиоактивных отходов вроде бы на бумагах подписана, это бумажная переработка ядерных отходов, но на самом деле нет даже точных точек, чтобы их обсудить. Есть только предположения, вот, например, как мои, там, про то, что есть Островецкая АЭС, скорее всего, буду строить около Островецкой АЭС, потому что и дополнительное политическое пугало для Литвы к Белой АЭС, и народ в Островецком районе, они уже привыкли к ядерной теме, то есть они не будут протестовать. Это первое. И так нормально, да. Угу. Да, им все равно, они за это как бы, это осознаваемый риск. Это вот к тому, что, например, работающая АЭС в штатном режиме, то есть не без аварий, она постоянно выбрасывает значительную часть радиоактивных инертных газов в штатном режиме. И люди, которые живут на территории 50-70 километровой зоны, они осознанно фактически подвергают себя увеличению вероятности получения онкологических заболеваний. Но люди выбирают это за денежную или, там, я не знаю, за возможность жить в... Кто им рассказывает, что выбирают? Выбираешь, это когда тебе приходят, говорят, так и так, получишь $1 миллион и будешь облучен. Или не получишь $1 миллион, выпердаливай за 100-сотый километр. А люди там просто живут и живут. Кто им что рассказал-то? Им сказали, что это хорошо. И все. Смотрите, мы же все взрослые люди. Сейчас интернет дает огромнейшее количество информации. Огромнейшей информации. Бабушка в Островецком районе, вы будете рассказывать про интернет, Сергей. Это должна власть ездить и рассказывать каждой бабушке, что тут происходит. А власть сидит и усами шевелит и говорит, еще одну надо построить. И бабушка говорит, да, молодец, правильно. Смотрите, Константин, тот же самый пример, очень наглядный. Собственно, вот про инертные радиоактивные газы и опасность, скажем, 50-километровой зоны от АЭС можно взять пример Германии, где, в принципе, достаточно продвинутые бабушки, которые, в отличие от белорусских, пользуются в деревнях интернетом и смартфонами, и социальными сетями. Но им вопросами информирования занималась не власть, которая заинтересована в то время была именно в АЭС,
и в минимизации какого-то общественного отклика, а независимые экологические инициативы, которые в Беларуси уничтожены. То есть этим занимались активисты, гражданские активисты. Власть где-то там маленьким шрифтом в календариках условно писала, что да, ну и все. Исследования оплачивали активисты, проработку статистики оплачивали активисты. Международное сообщество какое-то помогало. Власти даже Германии, они не зацикливались на этом. Что сказать про абсолютно дегенеративную вертикаль Беларуси? Сергей, у нас тут вопрос в чате, абсолютно солидарный тоже с моим. Доживу ли я до позитивных новостей? Вот я тоже сижу с этим вопросом сейчас. То, что мы обсуждаем, это чудовищно, потому что на самом деле это такая просто тихое убийство целой страны, ее природных ресурсов. Вот если произойдут какие-то изменения, или когда они произойдут, сколько понадобится времени на то, чтобы привести все в какую-то норму? Если вернутся активисты, если вернется гражданское сообщество НГО, которое там, может быть, какие-то гранты будут на это брать, получать от каких-то других стран большие пожертвования на то, чтобы на исправление ситуации. Сколько понадобится времени и возможно ли это в принципе? Да. Или все уже они там насрали, простите за эти 30 лет политики Лукашенко настолько, что мы еще не знаем, насколько там все плохо? Ну, смотрите, я технократ, и я считаю, что техносолюционист, скажем так. Я считаю, что технологии, в принципе, позволяют делать невероятные вещи. Это фактически магия. Была бы политическая воля, был бы кадровый какой-то потенциал и, конечно, деньги. То есть я, скажем, в условиях демократической Беларуси, полностью открытой миру, полностью открытой к сотрудничеству, можно все сделать, я думаю, в рамках десятилетия. По крайней мере, основные кейсы, решаемые кейсы экологические, которые во всем цивилизованном мире давно решены, их можно закрыть достаточно быстро. Вот. Ну, а есть такие вещи, например, как ядерные отходы, вопрос которых во всем мире сейчас не открыт. Никто не знает, что делать с ядерными отходами, кроме какого-то глубокого геологического захоронения. Ну, такие вопросы, конечно, останутся. Но можно минимизировать их риск. Вот наша задача. Белорусская АЭС, я помню, было какое-то обсуждение, спросили, а что бы вы делали с БелАЭС? Я бы ее полностью поставил в холодный останов, открыл все двери, позвал бы со всего мира специалистов, независимых, зависимых, все организации. Ребята, смотрите, фотографируйте, пишите в соцсети. Давайте проведем международный независимый аудит, что там. Потому что мне кажется, что там просто чудовищные скрываются вещи. И потом, после этого аудита, опять же, организовывать конференции, научные столы, научные какие-то панели, обсуждать это, предлагать. Я думаю, деньги найдутся, энтузиасты найдутся, потому что это интересно, это замечательный челлендж. Это как строительство саркофага над Чернобыльской АЭС, куда лился весь мир. То есть это как что-то такое, силами общего человечества нет ничего невозможного. Если мы объединимся, нет ничего невозможного. И Беларусь могла бы пойти по такому пути. И мне кажется, что это единственный на сегодняшний день возможный вариант. Действительно, раскрыться миру. Сможем ли мы это сделать или не сможем? Подождите, давайте обозначим, что сейчас, когда мы говорили о хранилищах ядерных отходов, их еще не построили, их только планируют построить. Да, одно планируется там, два варианта есть, либо там рядом с этой Островецкой АЭС, либо на территории уже загрязненной Чернобыльской, да, ну, то есть там в радиусе. Их еще только планируют построить. И когда мы сейчас тут алармуем и говорим, все, задница, всем конец, все-таки мы исходим пока что только из репутации нашей власти и из предположения о том, что может быть. Но пока фактов никаких нет, потому что их еще не построили тупо. Правильно я понимаю? Да, их еще не построили. Пока, скажем, отработанное ядерное топливо, оно хранится в пререакторных бассейнах хранения. И про это тоже, кстати, неоднократно поднимался вопрос, и я лично неоднократно поднимал этот вопрос про то, что в проекте Белорусской АЭС, в отличие от... Белорусская АЭС, она не уникальна на самом деле. Да? В России несколько АЭС достаточно успешно функционируют, даже не то, что достаточно, а просто успешно функционируют бесперебойно этого же проекта. Но белорусский почему-то построен без дополнительного хранилища для передержки вот этого ядерного топлива отработанного. То есть пререакторные бассейны, они заполняются, и условно к 30-му они заполнятся, а куда дальше топливо девать? И вот как-то спрашивали эту отработку. И у чиновника на одном из слушаний еще до революционной Беларуси спрашивали, почему нет этого помещения для сухого хранения.
А он сказал, мы будем все отправлять в Россию. В Россию, да. А сейчас что-то как-то вроде решили, что дороговато. И оказывается, вот наши комментаторы пишут, что под Минском россияне что-то строят какое-то вот для чего-то захоронения. Может, они еще и свои будут возить нам? Ну вообще под Сиповичем там строят, по-моему, для тактического ядерного какое-то хранилище. Вот. Тактическое это не отработано, это разные вещи, да? Да, это, в принципе, более такая полезная, важная, нужная вещь. Вот. Что на это я могу сказать? Россияне, вообще договор, да, действительно, про переработку договор существует. Россияне должны извлекать из белорусского отработанного топлива плутоний, ценные редкоземельные элементы. Кстати, вот возвращаясь к редкоземам, отработанное ядерное топливо – это ценный источник редкоземельных элементов. Но их технологии, и в этом плане получение редкоземов и переработка отработанного ядерного топлива – это эквивалент. Ставьте равно. То есть технологии те же. Почему я искал что-то хай-тек. Вот. Россияне будут извлекать оттуда плутоний, все редкоземы, а возвращать в Беларуси цезий и стронций, которого там у нас на наших территориях и так достаточно. Вот. Поэтому, не знаю, что они строят. Может, кстати, что-то такое строят для захоронения цезия и стронция, потому что у России собственный опыт строения, постройки хранилищ минимальный. У них одно такое приповерхностное хранилище, то есть россияне, в принципе, не имеют тоже опыта постройки подобных сооружений и, в принципе, этого не скрывают. Они говорят, что вот мы построим такое канаву эту, и она проработает 50-70 лет, потом начнет протекать. С этим, ребята, надо как-то жить. То есть наши потомки должны будут решать эту проблему. Это вот как с пестицидами. Деды в 50-е говорили, мы сейчас там, или 60-м, это дуст. ДДТ это, кстати, дуст. Мы этот, в народе назывался дуст. Мы этот дуст закопаем, а наши потомки из далеких 20-25 найдут способ с этим бороться и как-то утилизировать. Деды закопали. Да. Закопали, 20-25 пришло, карета превратилась в тыкву. Капец какой-то, конечно, все это слушать. В следующий раз, когда Келлог приедет к Лукашенко и средства массовой информации напишут, что Лукашенко аж светился, это заиграет уже совсем другими красками, этот речевой оборот, правда? Тут его не берет по координации. В общем, здесь, если кратко подытожить, вся эта активность, именно контроль за экологической ситуацией, контроль за прозрачностью проведения каких-то операций с высокотоксичными отходами, с радиоактивными отходами, он должен лежать, конечно, на независимых. Потому что репутации как такой, репутации у белорусских контролирующих органов, ее нет, она отсутствует полностью. И в качестве такого достаточно иллюстративного примера можно привести заявление чиновницы, я не помню, 26 апреля, которая она сказала, что в Беларуси исчезли уже все чернобыльские радионуклиды. Ух ты мой. Человек на полном серьезе. Сейчас будет алармистский вопрос от человека из Гомеля и Гомельской области, у которого с детства была эта книжечка пострадавшего от ЧАЭС и вот это вот все. Чернобыльцы нас называли. Мы, конечно, напуганы всем, что связано с ядерной темой, с чернобыльской, в принципе, с атомными электростанциями. Вот эти все новости, связанные с тем, что там какой-то блок перестал работать, снова заработал. Нет ли у вас никакого страха того, что в Беларуси может происходить с атомными вот этими электростанциями что-то такое, о чем мы, в принципе, и не узнаем или не знаем до сих пор? То есть это такое, может быть, конспирология сейчас, но с учетом того, что они фальсифицируют все данные, они могут врать все, что угодно, людям, публике, в Европе, миру. Может ли там происходить что-то такое, о чем, чего нам стоит бояться? Вот, Марина, я вам порекомендую найти на радио «Рация» последний мой комментарий по поводу остановки энергоблока. Я там достаточно широко разъяснил эту и мое видение, и видение, в принципе, с которым сходятся и контролирующие органы, и активисты, и Литвы, и Польши. То есть белорусские власти, они дают, опять же, абсолютно неинформативные сообщения нулевой информативности, во-первых. Во-вторых, они дают их ретроспективно в ответ на заявления литовцев, например, которые обнаружили то, что проблемы, блок остановлен, какие-то проблемы. И белорусы отчепно, так абсолютно неинформативно, издевательски пишут, что, ребята, мелкий ремонт. То есть, это нам показывает про то, что все абсолютно непрозрачно. Короче, 86-й повторится 1 к 1, если вдруг, не дай бог, что-то. Поэтому каждый раз, когда блоки уходят в холодный останов, я, честно говоря, могу спать спокойно.
Вот я сплю спокойно, вот я честно признаюсь, как на духу, что когда они лежат, когда БелАЭС не работает, у меня нормальный сон нормализуется. Лучше валерьянки. Вот, потому что когда блоки начинают пускаться, начинают работать, каждый день можно ожидать чего угодно. Ну, здесь белорусам... Это ужасно страшно. Просто, мне кажется, люди, которые жили когда-нибудь в Гомельской области, знают, что когда сняли вот этот вот радиоактивный фон, сказали, что все безопасно, можно снова есть ягоды, у каждой бабушки нашей был свой измеритель. Когда мы ходили в лес, и там все зашкаливало. И не было никакого доверия даже тогда к тому, что говорит власть. Так что же теперь, когда вообще полная информационная блокада, они ни о чем не говорят? То же самое. Вот вы, Константин, можно там буквально ремарочку. Вы правильно сказали, потому что у каждой бабушки был дозиметр. И я кому-то, помнится, мне высказался, что у белорусов национальная черта такая или отметная рыса – это то, что каждый белорус с детства должен разбираться в радиологии, в радиационной защите, в радиационной безопасности. Просто как до совершенства это должно быть доведено. Было время, понимаете, я сам из Гродненской области, я застал время, когда в каждой семье был дозиметр. Замечательное время. И неплохие дозиметры. Сейчас дозиметр в Беларуси не купить, стоит каких-то бешеных денег. Бабушки эти помнят, что была такая коробочка, но где что. Как все поменялось. Хотя угроза радиационная, она стала еще сильнее. Из-за безалаберности, из-за вот этой БелАЭС. Вот это надо как-то исправлять, и каждый белорус уже сейчас может как бы исправить, по крайней мере, на вторичном рынке, поискав себе старый советский дозиметр или раскопав барахло на чердаке. В общем, ребята, ягоды, грибы в лесу мы не собираем больше, все. Абсолютно. Кстати, вот очень хорошее замечание про то, что с одной стороны чиновница, которая сказала, что все чернобыльские радионуклиды распались, с другой стороны заявление санстанции какой-нибудь Гомельской области, где там по большинству районов абсолютно аховые дикие превышения в грибах, ягодах, в дереве будет тоже, в древесине, соответственно, и пепел, который и аэрозоли дыма улетают от такого зараженного дерева, будет это все в воздухе рассеиваться. То есть вот такая когнитивный диссонанс. Новости из Беларуси, они как бы каждый день это новый когнитивный диссонанс. Don't look up. Просто не смотрите вверх. И вниз тоже не смотрите. Я специально нашел одно из любимых у Жванецкого, очень коротко. Ты такая маленькая, ты почему? Ты нагрубила? Кому я нагрубила? Вам ничего не будет. Как мне ничего не будет? У меня давление поднялось. А вы не меряйте давление, не меряйте. Не надо мерить. Вот. Да. Не надо мерить, все хорошо. Меньше знаете, Константин, крепче сон. Супер. И дай бог мне сдохнуть во сне. Вот ей-бог. Вот что-нибудь такое, бах, и я такой раз, и все. И всей семьей вместе с котом. Ну, чтоб уже ничего. Со второй стороны, знание – сила. Знание – сила. Если предупрежден, вооружен, зная, что делать. Вранье, вот чем опасно вранье относительно ядерной темы и темы ядерных угроз? Потому что тот же йод, 131, который абсолютно общеизвестное, наверное, пугало, и изотоп, который наносит основной вред человеческому организму в случае аварии на работающем реакторе, принимать антидоты, то есть стабильный йод, иметь этот антидот, это пункт 1, а пункт 2 – это принять его в первые часы. Соответственно, любое замалчивание, любое ожидание, любое вранье властей – это смерти людей, это болезни людей. Понимаете, почему важно информировать, наблюдать, знать? Вот радиация, единственный способ защиты от радиации, объективный, адекватный, это уважение ее как явление и знание. Не радиофобия, там, не слепая радиофобия, не слепая радиофилия, а именно знание, объективное, конкретное, знание, что делать. И вот эта щель, которую, в принципе, каждый белорус вполне может найти себе убежище от любых проблем. Ну, от большинства проблем, связанных с химией, с токсикологией, как бы знания. Здесь помогают знания. Спасибо, Сергей. Это не самый оптимистичный наш эфир, но действительно просто важно про это говорить, знаешь, потому что это... Никто не смотрит же, ну, то есть цифра гораздо меньше, чем обычно да в это время. Страшно, Кость, просто страшно. Мне самой страшно, да, но про это важно говорить. Если бы я включил наш эфир, я бы сказал, идите вы, нет, тут это... Спасибо вам большое за то, что делаете это вопреки. Да, спасибо, Сергей. Пожалуйста. Все, на связи. До встречи в эфире. Я могу сказать только одно, что греет мою душу. То, что мы с семьей выбрали для жизни город, который выбрал Сергей Бессараб.
Значит, он же что-то знает. Ну, кстати, нам надо следить за ним. Если вдруг он куда-то рыпнется... тихонечко поедет в сторону Новой Зеландии. Или Кипра, мы полетим туда. Как-то надо будет и нам реагировать на это. Да? Это точно. Пока... Есть такие люди. Слушай, вот у меня есть знакомые, кто сразу поехал в Варшаву. И я за ними теперь смотрю. То есть нету. Вот у меня одна подруга поехала в Киев сначала, потом я поехала в Грузию, которая тоже пророссийская поехала. То есть у нас не очень все, да, с интуицией. Но есть люди, которые сразу такие: Варшава, супер. Все там будем. Следим за вами. Давайте пойдем дальше. От этой темы надо отходить к гораздо более веселой и зажигательной теме горящих мазов. Давай, вперед. Нет.